Исәнмесез, кадерле дуслар. Мы практически освоили большую часть вот каких-то падежных окончаний, которые мы используем существительными. Но еще немножко у нас осталось. Совсем чуть-чуть. У нас осталась такая штука, которая называется исходный падеж. Вот мы уже можем сказать, иду на работу, домой, в кино. Но пока еще не знаем, как сказать, что я иду из кино, из дома, с работы или от кого-то. Освоим эту форму существительного. Так же, как в случаях других падежей у нас есть разделение на звонкие окончания и глухие. И так же, как в других случаях, у нас есть окончания мягкие и твердые. Давайте уже задействуем постепенно нашу интуицию. Потому что интуиция – это основной инструмент, который помогает заговорить на языке. Ну, слова все не выучишь, грамматические формы можно довести до автоматизма. Ну а что дальше? Дальше только интуиция. Вот как вы думаете, если нам потребуется построить фразу «я иду из кино». Вот Сергей у нас в прошлый раз шел в кино. А как сказать «я иду из кино»? Кирилл. Мин кинодан килям. Да. Разница. Мы знаем, что есть два глагола, таких очень важных, популярных в нашем распоряжении, связанных с движением. Борам или килям. А в чем отличие? Отличие в том, что в отличие от русского, где мы можем сказать «я иду туда», «иду сюда», иди туда», по-татарски, так же, как, например, по-английски, четкое разделение, когда глагол движения от нас и к нам. То есть, если я вас встречаю, вы откуда-то возвращаетесь. Я спрашиваю, откуда ты идешь, в смысле приходишь? Тогда логично здесь сказать, что килям. А если я просто встретил вас в движении, конечного пункта вашего движения я не знаю, может быть, даже знать не хочу, но я вижу, что вы откуда-то идете. В этом случае вы говорите «минбарам». Вот. Но в данном случае нас интересует это окончание. Кино, звонкий согласный или же гласный звук, кино, кинодан. Если нам надо будет... А если вы идете не из кино, а с концертов? Сергей, как вы скажете? Мин концерт тан барам. Да? Потому что концерт у нас заканчивается на глухой согласный звук. А если, допустим, ну, например, вы скажете про меня, что он приехал из Москвы. Ол Мәскәүдән килгән. Да, потому что Мәскәу у нас мягкий вариант. Заканчивается на гласный звук, соответственно, мы выбираем вот это, ден. А если вот мы уже говорили, что кто-то на работе или кто-то идет на работу, ну, пора, наконец, вернуться с работы. Как сказать с работы, Сергей? Эштен, видимо. Эш, да. Вот этот мягкий вариант. Эштен. Эштен, потому да? что, да, криво. Да. Эштен. Эльза, а как мы скажем из Казани? Мин Казаннан килдем. Да, почему? Потому что, вспоминаем, когда у нас заканчивается слово на «н» или «м», то «д» у нас, и тем более «т» уже не работает. Поэтому для вашего комфорта, чтобы меньше напрягаться, окончание здесь «нан» и «нян», соответственно. То есть из Казани окончание выглядит таким образом. Вот. Ну и для того, чтобы мы с вами сейчас составили какой-то объем разных комбинаций, нам потребуется еще и местоимение в этом падеже, как мы любим. Мин – это «я». А как сказать «от меня»? Миндән.
Минен. Да. Минен. Да, N, потому что Да, почему? N дублируется. Потому что, напомню, когда заканчивается на N или M, то здесь твердый вариант нан и мягкий вариант нян. Значит, от меня минян. Ты это син, а от тебя Синен. синян. Как мы скажем, Эдуард, я от тебя ухожу. Мин синен кильдам. Нет, ты нам это Килям. пришел. Китам. Корень китам, да. Мин синен китам. Арина, а как мы вот на такое заявление, что я от тебя ухожу, как мы с таким строгизмом скажем, ты от меня уходишь? Син минен китекма. Давайте проспрягаем целиком глагол ухожу. Подождите. Кит Кит, значит, корень кит. мин китем. Китам. Кит Китам это прошедшее. А вот сейчас ухожу китам. Китам. Да. Ты уходишь, син китесен. остановились. А теперь еще добавить, что это вопрос. Китесен ма. Да. И теперь обратиться, все вместе связать и обратиться к Эдуарду. Син минен китесен ма. Шулай шулынды. Мин бигшот. Ну, вот и договорились. Да. От него, от нее. Алдан. Аннан. Мы это без. Предположите, как будет от нас. Ден. Да? Какие созвучия? Форму мы выбираем из ассортимента вот эту, да? Без ден. Аналогично от вас. Says, Ден. then. Они это олар. От них, Алардан. да. Здесь выбираем твердую форму, потому что олар это явно твердый вариант. Кроме глагола движения, что я от тебя ухожу или там что-то еще, есть целый ряд глаголов, которые пользуются этой формой существительной, этой падежной формой, такие как, например, спрашивать. Спрашивать. Сурарган. Как спросить? Как сказать спроси? Сура. Да. Вот если мы видим такую форму повелительного наклонения, как мы спрогнозируем, спрягается сам глагол? Я спрашиваю. Сырым. Да, Дэвид, как сказать? Сурым, да. Почему? Потому что на гласную заканчивается повелительно. Сурым. А как сказать, Дэвид? Я у тебя спрашиваю. Means синен Да. сарим. Сарим. Сарим, да. Means синен сарим. Да. То есть буквально я от тебя спрашиваю. По-русски это прямое, я тебя. Здесь я от тебя спрашиваю. Мин синян сурим. А как сказать, Кирилл, она у меня спрашивает. Но я ей не отвечаю. Ну, сначала первую часть. Она у меня спрашивает. Сейчас. У. Минен. Сара. Это повелительная форма, от которой мы выводим, что спрягается глагол вот с такой основой. Хорошо. У минен сары. Как будет но? Значит, отвечать, как помните, мы говорили, что не обязательно то, что является глаголом в одном языке, переводится глаголом на другой. Отвечать по-татарски, как правило, это давать ответ. Слово «но», союз – это «лекин». Но.
Ответ выглядит вот таким образом. Джаваб. А давать, вспоминаем. Давать. Дай мне, помните? Bir. Бир значит даю. Берем. А как сказать Бирге. не даю? Бирге. Почему бермим? Бирмим. Да. Значит, как Да. сказать, я ей ответ не даю. Так, ей. Это там, где была вот эта форма на га. Алга. Нет? Значит, она это ул, да? Да. Онга, да, да. Алга. Да. Нга, онга. Аңа. Лекин мин аңа жавап бермим. Отлично. Браво. Бикехше. А теперь попробуй это все связать и рассказать эту грустную историю Так, сначала. все вместе. Она меня спрашивает, но я ей не отвечаю. Ул минем сарай. Она, да. Минен сарай. Лекин мин Aman cevap. аның жавап Не даю. бермим. Не даю. Берми. Бермим. Бермим. Да, да, правильно. Сначала мы просто тупо разбираем структуру. Вот как спрягается глагол, вот как меняется форма. Потом мы как пазл складываем, вот домино, пам-пам-пам, нанизываем. После этого мы снимаем с себя напряжение и медленно, никуда не торопясь, добиваемся ритмичного воспроизведения. То есть сначала мы просто мечемся и думаем так, мин, там, синян, джаваб, бермим. Потом мы все это выстроили и доводим это вот до автоматической плавной речи, обязательно снимая при этом напряжение. Говорить свободно – это не значит говорить быстро. У каждого свой темперамент, и на родном языке люди не обязательно все быстро говорят. Но главное, чтобы это было достаточно ритмично. Получилось, что мы выстроили вот такую же достаточно развернутую конструкцию. Есть целый ряд глаголов, которые требуют использования вот такого падежного окончания. Есть еще вот такой глагол, я напишу его в форме первого лица. Куркам. Что он означает? Боюсь. Боюсь. А предположите, как может выглядеть слово «не боюсь»? Коркмын. Куркмейм. Как мы скажем, Альфинур, как мы скажем, я тебя не боюсь? Мин сине куркмыйм. Да. Мин, синян, куркмейм. Потому что помните, когда форма отрицательная, то неважно, какая форма повелительного наклонения, всегда в отрицательной форме у нас появляется вот такой элемент. Вот подумайте, если форма спряжения такая, то как она может быть? Курык. Да. И интересно, что я даже видел такие варианты, что иногда пропускают гласные, а иногда пишут курык. И, скажем, не бойся, курыкма. Или куркма. А я боюсь, соответственно, мин куркам, а не боюсь, куркмы. Мин куркмы. Вспоминаем, что у нас есть еще важное указательное местоимение «это», которое мы знаем в формах. Ну, само слово «это» «бу», а в падежное окончание преобразуется основа «мон». Да. И вот в этом падежном режиме оно выглядит как «моннан». 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 То есть манан это отсюда? От этого. Это исходный падеж слова «это». Но напомню, что целый ряд глаголов требует использования именно этого падежного окончания. Как мы скажем, Дэвид, я этого не боюсь. Мин манан кыргымым. Куркмым. Да? Вот так почаще и говори. Если вдруг покажется, что
там какой-то глагол трудный появляется, а его надо спрягать или какую-то сложную фразу составить. Мин курк. В следующий раз, если скажут, как сказать по-татарски, что тебе надо? Дерсе кирек. Да, с угрожающим видом, то можно смело отметить. Я этого не боюсь. Легче всего осваивать вот эту комбинаторику, связку глагол с местоимением на примере именно личных местоимений. Поэтому, скажем, такая фраза: «Я иду от тебя к нему». Как сказать такую фразу? Мин синен анарга барам. К нему, Анарга. да, или он, или онга. Ана, анарга. Брам. А оно это к ним? В некоторых, да, в некотором контексте. Анга можно, да? Анга Да, барам. есть такой вариант. Как сказать, Сергей, я иду с работы домой. Мин. Эштен. Ге. Иду, да? Барам. Да. А как сказать, я иду из дома на работу? Мин. Öйden. Эш. Ке. Эш. Эшке. Ке, да, потому что там глухой. Барам. То есть вот легче всего вот, разминается вот эти использование разных падежных окончаний через такие примеры, когда сочетаются разные падежные формы. Öйden. Эйден. Это с дома. Да, помните слово «дом»? Эй. Ке. А вот еще есть слово йорт. Это дом как здание. Барам. А это дом в смысле home, как по-английски говорят. Хомхаус. То есть Мин гнездо такое, Эйде. семейное. Эшке. Барам. Значит, вот само это слово, вспомним, да, когда мы указываем направление «домой». Как это будет? Эйге. Иге. «Дома». Öyle. Эйде. То есть «я дома», как мы скажем, Кирилл. Мин öйде. А «я иду домой». Öйga. Да. Барам. Или, скажем, как сказать, я еду из Казани в Москву. Альфинур, как мы скажем? Min Kazan'dan Мәскәүгә барам. А как сказать, добавим сюда еще элемент прошедшего времени. Я приехал из Москвы в Казань. Мин Казанга Мәскәүдән килдем. Да, кильден. То есть добавляем еще время, потому что мы можем говорить в настоящем времени или в прошедшем. А можно еще раз? Пожалуйста, Эльза. Мин Казанга Мәскәүдән килдем. То есть Казан, да? Направление. Мы добавляем вот это га, Казанга, направление. Откуда исходный падеж? Мәскәүдән. Почему? Потому что Москва заканчивается у нас на гласный звук. Соответственно, окончание исходного падежа будет в мягком варианте с звонким согласным. Мәскәүдән. Из Москвы. И форма келям в настоящем времени я прихожу. Киль. Вот из киль, повелительная форма приходи, мы разворачиваем все остальные. То есть я приехал или я пришел. Киль ден. Поэтому прошу любить и жаловать вот эту падежную форму, падежное окончание во всех его вариантах. На этом наше занятие закончено. Сау Балагас. Сау Балагас.